Найти скорость автомобиля, вычислить разность 4 чисел и решить геометрическую задачу. 12 заданий и 45 минут на выполнение. Это своего рода контрольная работа. Сегодня у выпускников начальных классов по расписанию математика. Есть задания, в которых нужно записать и решение, и ответ. И есть задания, в которых нужно начертить. Да? Все эти задания выполняете. Успеха вам в работе, ребята! Цель этого своеобразного экзамена не получить высший балл, а проверить, насколько хорошо усвоен материал. Результаты всероссийских проверочных работ не влияют на четвертные и годовые оценки. Софии Албогачиевой до аттестата с отличием не хватает 5 по математике. В себе девочка уверена, но увидев сегодняшние задания, немного переживает. Это сложно для каждого, по-моему. Мы должны, конечно, стараться и свои мозги включить. И как получается? Пока что неплохо, но дальше будет сложнее. Сколько ты уже решила? Я пока 3 решила. А если получишь 5, мама тебе что-нибудь купит или папа? Нет, ничего не купит. Это я ради делаю для подарков или просто для себя? У каждого из этих ребят разная мотивация для хорошего прохождения теста. Объединяет школьников то, что это первые официальные экзамены в жизни. Сегодня им запрещено пользоваться рабочими тетрадями, справочниками и калькулятором. Для решения заданий предоставлены кимы и черновики. Здесь есть легкие задания, сложные задания. Мы готовились с классом, нам помогали, и мы так... То, что мы не понимали, мы дома разбирались, и нам помогал учитель, если мы ничего не понимали. И я очень люблю математику, и надеюсь, я получу хотя бы 4, и все будет хорошо. Массовые контрольные помогут выявить пробелы в образовательном процессе. С их помощью осуществляется не только мониторинг системы образования, но и уровень подготовки обучающихся в соответствии с федеральными госстандартами. И поэтому нарушения и ошибки при проведении таких контрольных недопустимы. В текущем 2023 году всероссийские проверочные работы проходят в 4, 5, 6, 7, 8 классах в штатном режиме и в 10, 11 классах в режиме апробации. В 4, 5 классах дети пишут в 4 классе русский язык, математику, окружающий мир, в 5 классе русский язык, математика, историю, биологию. В 6, 7, 8 классах предметы определяются случайным образом, кроме русского языка и математики. Их случайным образом распределение идет через федерального организатора ВПР. У 11-классников работы должны проводиться по тем предметам, которые они не выбрали для сдачи в форме ЕГЭ. В проведении тестирования принимает участие порядка 140 школ республики. Ежегодно федеральная служба в сфере образования и науки включает несколько школ, которые бы они хотели посмотреть, на свой взгляд, с контролем объективности. То есть там присутствуют независимые наблюдатели от органов исполнительной власти, от муниципалитета люди и проверяют, насколько объективно это проводится. С момента распечатки этих КИМов до момента проверки и загрузки этих результатов. То есть максимальная объективность. Вот у нас сегодня как раз-таки один из этих предметов проводился в 9 школе. В эти дни по всей стране взялись за масштабные всероссийские проверочные работы с 7 миллионов учащихся из 37 тысяч школ. Всероссийские проверочные работы проходят с 2015 года. Результаты сегодняшнего тестирования будут известны уже скоро. Хава Гагиева, Джамалей Султыгов, Новости 24.